إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие мои братья и сестры, великая хвала всемогущему Аллаху. Воистину мы Ему поклоняемся и у Него просим помощь, спасения нашей души. Дорогие братья мои, сегодняшний день обстановка на территории Лезгистана, я должен вам объяснить, что происходит. Это вам даст доказательство моих слов, еще было сказано еще раньше. Раньше я вас еще призывал, что политика Азербайджана, политика Турции, политика НАТО, это все через Азербайджан двигается на Кавказ. Как бы Ильхам Алиев не дружил бы с Владимиром Владимировичем Путиным, какие бы отношения Азербайджан не держал бы с Россией, самые плохие задние мысли у азербайджанского президента, как обмануть президента России. Во-первых, помогая Украину, они хотят ослабить Россию. А с другой стороны, помогая Грузии, помогая Армении, помогая сейчас через Азербайджан, они хотят давить кавказские народы. Именно они вооружались против нас, против России, закупали всегда оружие, готовились к войне, в случае чего воевать против России. Это Азербайджан, он не знает, что они делают впереди. Им сказано вооружаться, готовиться, придется с Россией. А чтобы Россией воевать, Азербайджану, Турцию, НАТО, всем странам надо как-то перешить земли, уничтожить лезгинский народ, воевать с лезгинами. Такое положение сегодня находится наш народ. Между двумя государствами находится наш народ, как, не знаю, как вам объяснить это, под ногами. Поэтому мы должны сделать право выбора, народ. Мы должны делать право выбора. Раньше было азербайджанские спецслужбы выходили на меня, мне предлагали, давайте будьте нашим имамом, российские войска из Кавказа выгоним. Они хотели использовать лезгинский народ, чтобы сперва против России, а потом за ними аварский народ, чеченский народ и все народы, из Кавказа выгнать этих людей, российские солдаты. Из-за этого хочет Азербайджан, шейтанская республика, угробить наш народ, бросать в мясорубку, чтобы убивали, расстреливали наш народ, уничтожен был ради их грязной национальной идеи Азербайджана. Поэтому самые, которые смуту создают по всем странам СНГ, это Азербайджан. Если Азербайджан не будет на Кавказе, клянусь Аллахом, на земле будет мир. У них всегда чешется
язык у них всегда чешется. Если не чешет, они не говорили бы Дербент без земли, Баку без земли, Карабах без земли, все без земли. Поэтому они на одном месте спокойно никогда не хотят сидеть. Они как пришли, спустились после того, как Гений был уничтожен революционерами в Азербайджан, территорию Баку, везде, ататурками. Все они уничтожали лезгинский народ еще в 18 году. Это 26 бакинских комиссарий, которые весь Советский Союз, которые хвалили, они шли только против лезгинского народа, воевали. Эти враги нашего народа, вот эти микробы заразные, созданные, искусственные, они до сих пор себя представляют иногда мусульманами, государства у них шейтанские, и ведут свою политику против нашего народа, лезгин. Поэтому я сегодня выхожу на эфир прямой, говорю вам, народ мой, не Азербайджан говорит, в солнце есть, не верьте. Если Азербайджан говорит, что в Каспийском море вода есть, не верь. Почему? Потому что у них свои грязные мысли есть. У них нет в сердцах свет от Аллаха, чтобы они говорили правду. У них есть первое место, это деньги, цель. Как уничтожить Россию из Кавказа. Вот эта цель объединить до Черного моря Кавказ к Турции. Нам Турция не интересен, нам Азербайджан не интересен. Это не исламские государства. Мы, мусульмане, да, у нас осталось обычаи, традиции, взятые все, Коран, Сунна. У Азербайджана этого нет, у Турции этого нет. Это Содом, Гоморры. Я иду против этих республик за то, что они взяли европейские, натовские образ жизни, однополые браки, все мерзости. Но сегодня правительство Азербайджан взялся за лезгин, которые хотят жить все вместе, в единстве, дружно. У нас веками были соседи и остается. Российский народ, славянский народ, которые приняли ислам, русские мусульмане и христиане. Это честь для нас. Если взять, это честь, что в России 30 миллионов мусульман живут больше, чем Азербайджан. Маленький Азербайджан, эта банановая республика, хочет создать такую проблему, как он создает через Украину. Поставляю оружие, давай нефть, все, деньги, поддержку. Оттуда убиваю русских и наших кавказских народ. Понимаешь, сегодня все политика Азербайджана делает так, Россию, у них пословица есть в Азербайджане, когда я в тюрьме находился как политзаключенный, они говорили, они тоже сказать отец и делать свои дела. Это пословица, они русским говорят. Если они свиньи, мы будем гладить, мы будем все равно свое делать. Русские наши враги, Сталин им создал республику Азербайджан, а сегодня они говорят, русские наши враги. Русские вам что делают? Ладно, русские, Советский Союз во время коммунисты пошли против нас, против вас же не пошли они. Вы же спустились на это наши земли из Ирана, за рекой Аракс, вы там жили, перешли на наши земли, захватили, и сегодня вы говорите, это все наши. Для вас создал на готовых землях лезгин Азербайджанская республика. А вы говорите, мы мусульмане. Один выступает, говорит, мы мусульмане. Он сегодня вспоминает, что он мусульманин Азербайджана. А 100 лет, когда вел
Азербайджан политики, они не говорили, мы мусульмане, лезгины, мы мусульмане. Недавно они, когда я начал выступать, защищать права, честь, совесть лезгинского народа, они говорят, мы, лезгины, азербайджанцы, мы братья, говорят. Нет, мы братья. Начал некоторых лезгин поворачивать, чтобы лезгинский народ против своего имама, чтобы шел. И тут сегодня они деревня, убивая наших молодежь, верующих братьев, закрывая наших мечетей, обзывая их ваххабиты, салафиты, суфисты, кем угодно, лишь бы чтобы уничтожить народ. Те, которые не пошли воевать против армии, их тоже, они не смогут дома приходить, жить спокойно. Они жили где-то в лесах, подкопах, везде сделано, чтобы они находились там на той территории, с воздуха стреляет, убивает, и говорит, вы враги нашего народа, вы изменники нашего народа, вы террористы, вы там ваххабиты, вы там этот. Вот так они ведут свою грязную политику, облаву делая в наших деревнях лезгинских. Они против лезгинского народа. А теперь остается все за нами, народ, лезгины. Я вам еще год назад говорил все эти события. Сейчас Армения находится американские войска, Азербайджан находится, НАТО, ЦРУ, все. Я со всеми встречался еще в Габустанском тюрьме, и ЦРУ, и агентами НАТО, со всеми, потому что я находился еще 1993 года. Я участвовал на конфедерации горских народов Кавказа, во всех съездах. Я был советником, духовным советником избран на третьем съезде над всеми народами Кавказа. Я призывал всегда кавказцам, не идите по стопам Гайдара Алиева, Шеварднадзе. Они себя считали самые лучшие политики на Кавказе. Поэтому они, чеченский народ, бросили огонь, отвлек Россию с Чечней. Из-за их глупости погибли около 300 тысяч чеченский народ. И в конце к чему они пришли? К чему они пришли? Свою республику укрепили, а наши народы, они готовы бросать в жертву. Нам надо разумно действовать сегодняшние, дорогие мои братья и сестры. Мы не должны, веками нас Турция стравливала против России. Веками. И даже шейх Шамиль говорил, даже на 1 динар они поддержку не делают у нас. Они любят стравливать. Они любят, чтобы в чужом доме всегда огонь горел. Но я вас к этому не призываю. Вот я не хочу войну, я не поддерживаю войну. Но Азербайджан это создает на наших землях, убивая наших братьев лезгины, уничтожая наш народ, наше население. Неужели у этих братьев, которые убивают, у них нет жены, матеря, отцы, братья? Почему они должны сделать беспредел на нашей земле против нашего народа, уничтожая? Нас же русские также не уничтожают, как же они уничтожают. А потом говорит там, мы мусульмане. Какие вы мусульмане, подлецы? Какие вы, ваша республика, именем азербайджанской конституции, а не именем во имя Аллаха милосердного. Вы Аллаха, пророка не признали. Коран вы не признали. Вы кафирская республика, кафирское государство. Вы хотите явно сейчас открыть с юга против России войну. Я же знаю ваши планы. У меня разведка везде работает. Везде работает.
Денис Соколов, который сидит в Англии, управляет всеми националистами через Англию, управляет в России, чтобы разжигать войну в Кавказе. И тут же Азербайджан поддерживает Англию. И это к этому приводит, чтобы скинуть с власти президента Владимира Владимировича Путина. Вы ради своих страст захвата России, вы сейчас хотите создать внутри России революцию. Денис Соколов, сидя в Англии, финансируя своих течений, которые находятся в России, своих генералов, своих людей, обещает и требует, давай скинем Путина. Единственный человек, Рамзан, поддерживает Путина. Если Путина снимут с должности президента России, и все генералы пойдут против Кавказа, против Рамзана, и начнутся Кавказская, опять российская война. Вот к этому Азербайджан нас сегодня тянет. Азербайджан специально делает вот эти операции, чтобы в завтрашний день лезгины не поддержали Кавказ, народы. Азербайджан стягивает свое войско против наших деревень, делает очистки, убивая всех патриотов, всех садвол организаций, ребят, кто поддерживает нас, всех мусульман, лезгин. А эти черты, которые выступают, говорят Азербайджан мусульман, вас ведут в заблуждение, мой народ. Не верьте этим людям. Недавно они говорят, Руслан Курбанов, сам герой ихний, он спас Азербайджан. Даже хлопали ему, радостно его восхваляли, все хлопали. Почему? Потому что этот человек, Дербент, это азербайджанский город сказал. Этот человек сказал, крепость строили этот. Поэтому этот человек предали нашу культуру, наши ценности, все. Этим, которые вчера пришли монголы, татары на наши земли. Веками мы, коренные народы, жили на этих землях. Всем захватчикам мы всегда отвечали. Сейчас один дурак, дебил выступает, Турция много говорит, а лезгины мало говорит. Дагестан 3 миллиона, хватит вам. 10 тысяч лезгин хватит, я зайду в Турцию, если надо будет. Я уничтожу Азербайджан, если это надо будет. Я своего народа. Аллах мне что написал, что надо делать против вас, против таких варваров, которые сеют смуту во всем Кавказе, хочет уничтожать кавказские народы. Вы пришли на нашу землю создать смуту, стравливать своими соседями, с россиянами. Открыто там своих разговоров поддерживают яуры, кафиры, русские. Русские лучше, чем вы. У вас даже религии нет, у русских даже есть свои христианские религии, а у вас этого тоже нет. Вы Коран не признали. Вы говорите, мы Азербайджан, Азербайджан это мусульмане. Где Коран, где Сунна у вас? Закон у вас держится на дьявольском нити. На дьявольском нити держится у вас. Вы подписали однополовые, все. Вот, вы хотели жить Европой, вы предали честь, совесть всех азербайджанского народа. Сколько лет вы издеваетесь над малочисленным народом в Азербайджане? За что я сидел 12 лет в гаустанских тюрьмах? Я же видел, как вы издевались, лезгины, над ними. Вы хотели Лезгистан, вы хотели наш кусок, наши земли отбирать. А Дербент безземье, это безземье. Вы подлецы. Вы самые отвратительные существа. Вы положили страсть на чужие земли и живете постоянно мечтая, мы заберем. У вас нету спокойно жить в мире, дружбе, братстве. У вас нету в крови честь, достоинства. Поэтому вы своего корня не видите.
Сколько через вас прошли и от кого вы появились? Бессовестные. Вы то, что говорите, что сегодня в Кусарах, Хачмазах, куда-то, во всех вы сделаете обыск, убивая лезгин, вы думаете, это вам даром пройдется? Нет. Все лезгины сегодня обязаны быть единым кулаком. Ни один государство не будет вмешивать в исламские страны против лезгин. Ни Пакистан, ни арабские страны, даже Турция не будет внутренние дела против Азербайджана. Поэтому мы останемся один на один, и мы разберемся с вами, если вы решили сделать очистку наш народ. Вы их сегодня называете ваххабиты, они не ваххабиты, они все мои братья, они все мусульмане, а вы их убиваете, чтобы из них создать свою силу и против нас, России, стравливать их. Многие лезгины перешел на нашу сторону, вы их хотели всегда. Враги России, наши враги. Россия наши враги, как вы 30 лет против армян. Армяне враги, армяне враги, армяне враги. Сегодня вы стали Пашиняном братья. И столько лет вы сейчас ведете политику против России. России враги, России враги, России враги. Россию надо уничтожить. Ладно, уничтожить Россию. Дальше что? До Черного моря это все Азербайджан, да. И запрет всем народам Кавказа на свой коренной язык. И будет за то, что они напишут на магазин на своем родном языке, на грузинском, вы возьмете его, посадите 12 лет. Как в Турции вы сделали, турки всех народов собрал, ассимилировал, создал одну нацию. Вот так хотят азери-турки во всем Кавказе. Это не должен быть. Вы уничтожаете честь, совесть всех народов Кавказа. Вы ущемляете права всех народов. Ваш заразный образ жизни на шкуре лезгинского народа почти 100 лет мы уже изучили. А вы сегодня говорите, мы лезгины, наши братья. А тогда почему вы ущемляете права наших народов, запрещает нам родной язык, запрещает нам все, что относится к нашему культуру. Флаг запрещено, история запрещено, за все вы сажаете. Почему Россия не сажает нас? Почему Россия нас не сажает в тюрьму за эту историю, за эти уроки, за эти книги, за это? И вы говорите еще, Россия наши враги. Как могут быть Россия наши враги? Мы знаем, что Россия, россияне, славянские народы – это наши соседи. Они же нам не запрещают, на нашем земле даже не запрещают. А вы же запрещаете на нашем земле, где живут лезгины, в Кусар, везде, Хачмаз, куда-то, во всех районах, городах, селах. Вы же запрещаете, кто враги. Это все должен, лезгины все обязаны отличить сегодняшний день, кто наш враг. Неужели, о, мой народ, лезгины, вы не можете различить коварные планы от хороших деяний? Неужели вы не видите, есть лидер телевидения в Касумкенте, Сумхурел, и есть там, короче, радио, телевидение, все, короче, и в Дербенте, газеты, разве это ваша не свобода на территории, которых живет с Россией вместе? Это же свобода. А почему этой свободы нет на территории Азербайджана? Один дебил выходит, дурак, из меня хочет ловить ошибки, показывать меня виновным перед народом. И себя считает мусульманом. Азербайджан считает республика Азербайджан, это из мусульмане. А подлец не видит, женится на второго азербайджанца, уже однополые браки. Он себе позор, этот позорище еще лает. С того его надо уничтожить, этого черта, который лает против меня, что он поддерживает однополые браки в Азербайджане и не может правительству говорить, почему у нас происходят однополые свадьбы. Во всех
интернетах везде распространяет Азербайджан зло, короче. Во всех тюрьмах Азербайджана распространяет вот эти гейские школы, вот эти уроки. Таван не заплатил, мать отдает. Таван не заплатил, дочь отдает, жену отдает. Или таван не заплатил, он сам себя отдает. Вот это все мерзкий образ жизни Азербайджан создал, эти клановые системы создали в своих тюрьмах. Потому что Азербайджан это самый гнилой содомцы, заразная республика. Я не говорю азербайджанский народ. Если азербайджанский народ поддерживает вот это государство, и судный день этот народ встанет за этим республиком, тогда они скажут: Альхам Алиев, ты куда нас привел? Ты куда нас привел? Где твой закон? Какой был у тебя? Европейский выборы, жениться друг на друга. Однополые братья. Кайфуйте, живите. И куда вас ведут вот эта республика? Ад. И поэтому я говорю, азербайджанскому народу не под дьявольский закон. Дьявольский закон. И у нас осталось, у лезгинов, обычаи, традиции, все веками, 13 веков лезгины управляли Кавказом по Корану, по Сунну. Вот эти обычаи, традиции от наших предков для нас. Мы уже различаем, что такое добро, что такое зло. Но Азербайджан этого не ведает. Для этого они сегодня объявили войну, уничтожая наши лезгины, Кусар, Хачмаз, во всех регионах сделать очистку. Неужели вы будете на стороне смотреть, народ мой, когда ваши братья будут убивать в Азербайджане? Даже это все информация отправить по всему миру. Все фотографии. Они сейчас сверху стреляют наших лезгин. Убивают наших лезгин. Разве это не доказательство, все эти фотографии, что они сделали? А до этого, еще 90-е годы, скольких они убили? Скольких исапских ребят убили? Кусарских расстреливали. Вот ваши сладкий Азербайджан, заразный государство, республика, микроб, во всех делах обманывает. Тут президенту Путину говорит: мы с вами, а сзади сразу оружие поставляют Украину опять убивать российские солдаты. Понимаешь? И всю разведку на территории России ведут азербайджанские агенты, докладывая Азербайджану, МНБ, оттуда Турцию, оттуда НАТО. Весь передвижение российские войска, пока они не доехали до Донбасса, их всех уничтожает эта армия. Кто это? Азербайджан виноват. Вот ваш образ жизни, какие подлянки вы делаете своим же соседям. У вас сосед нету, не был веками. Только ваш сосед в аду, дьявол. На этом земле у вас сосед не был и не будет, потому что вы всегда делаете пакости своим же соседям. И тут говорит, 100 лет мы азербайджанцы, и тут, когда лезгины 100 лет молчал и не смог, мы уже лезгины, а вы сразу говорите: мы мусульмане. Нет, не обманешь нас. Хорош, точка на вашей грязной жизни. Мы точку поставил. Поэтому у нас другого выхода нет. Вы нас загоняете, чтобы мы, хочешь не хочешь, взяли оружие, защищали честь, совесть наших женщин, матерей, отцов, братьев. Это вы заставляете. Вы пришли сегодня оружие в руках, убиваете наших лезгин, используя их в военных целях против армян, против России, через Украину. Вы используете наших лезгин. Вы против этого. Лезгин не должен служить азербайджанский власть поддерживать. Весь лезгинский народ сегодня должен вокруг имама находиться. Имам вас призывает путь к лику своего Аллаха и защитить честь, совесть. Также все кавказские народы, братья мои, если в чем-то я не прав, все вы имеете говорить: я не прав.
Ну, я человек, который прошел огонь, воду в этих тюрьмах Азербайджана. Я политзаключенный. Я понимаю все, что происходило еще в 90-е годы, потому что я и Гайдар Алиевым в лоб пошел против него еще те годы. Поэтому сегодня я вас всех призываю, если мы откроем этот порог, юг, ворота, от вас ничего не останется, кавказские народы. Единственный народ, который свой груд поставил варварам, оккупантам, это лезгины. Если мы откажемся против Азербайджана, против НАТО, против Европы, стоят через Кавказ, они пройдут города, через ваши семьи, через ваши народы, а многое вы будете страдать. Поэтому я вас призываю сегодня, дорогие мои братья, объединяйтесь к лезгинам. Все народы Кавказа, вы обязаны поддержать лезгинов. Лезгинский народ – это честь, совесть для вас, Кавказа. Враг, который положил глаз на эти земли России, хочет разграбить Россию, забрать все золото, нефть, газ, все, они никогда не будут, нас за людьми не будет читать, нас будет они уничтожать. Ради этого мирского, эти дьяволи, эти бесы не успокоятся. А я человек верующий к единому Аллаху, всемогущему, всезнающему. Нет ничего, которое я люблю. Этот дунья, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, под крыла комара даже этого не стоит, она под ногти не стоит. У меня ничего не держит в этом мире, кроме справедливых слова, которые я вас призываю к Аллаху. Азербайджан, самые ваши враги всех кавказских народов, как бы они грузинов не погладили, они и грузинам говорят, вы кафири. А тут, говорят, Россию говорят, вы кафири. А тут грузинам говорят, вы наши братья, давай мы Россию уничтожим, короче. Говорят, вот смотри, хитрые политики, смотри, коварные политики. Армяне столько лет, они были, для них кафири были. Сегодня Пашинян с ними стал дружный брат. А они говорят, нет, мы братские народы сразу. Представляешь? А сегодня они пока... Ну, и они же деньги должны зарабатывать откуда-то. Это Европа, НАТО, Америка. Все страны могут финансировать Азербайджан против России. И за это они должны лаять. Кто заказывает, под это они танцуют. Поэтому мой народ, весь кавказский народ, мои братья и сестры, мир лучше. Но нам не дает, чтобы мы в мире нашего Аллаха, чтобы мы жили, все мусульмане, христиане Кавказа. Явно Азербайджан сегодня взялся сильно, наш народ, лезгинский народ в Азербайджане. Взяли план, программы, 3000 лезгинов они должны убивать, уничтожить. Это считай, что более лезгинским семьям опять будет боль. 6000 трупов на последнем войне они отдали мало трупы лезгинам. И то не трупы, а все время там были, короче, у них камни, железо, всякие земли засыпаны, все обманным путем, короче, а людей вообще без вести пропали. Вот это Азербайджан ведут свою грязную политику. И малые народы Кавказа хочет сталкивать с большими народами России. Это в Коране аят есть. Аллах говорит, извещуй своего врага. Например, да, но Россия, они считают враги. Но в России тоже есть мусульмане, которые приняли ислам. Даже русские мусульмане есть наши братья.
Они русские, это община, эти земли все равно принадлежит им. Хоть будет там христиане, хоть все русские принят, ислам будет мусульмане, но все равно эти земли принадлежат этим народу, славянским народам, которые они веками, они коренные. Вот так же и Кавказ разделено для коренных народов. Это земли Лезгистан, это наши земли, не Азербайджан. Азербайджан, монголы, татары когда вышли? В 13 веке вышли на свет. Из этого дыра, короче, своего, из Монголии. Мои братья и сестры, я ищу от вас только справедливость. Один азербайджанец выступает сегодня, говорит, сразу тут хочет женщины, группы он не хочет. Его родила женщина. Он же с неба не упал, он свою мать не уважает. Они группы не должно, а у него у жены, у матери, у всех есть тиктоки, телефоны. Они и так находятся без нас в группе. Когда мы призываем к справедливости, объединяться народу, они говорят, группу не заходи. Почему? Потому что оттуда можно справедливость услышать от Асула. А тут говорит, женщины, мужики в одном группе не должно, я их чувствую, что они со мной в одной комнате. Вот такой дебил, неграмотный человек выступает, защищая интерес Азербайджанской республики, называя русских кафирами. Там русские мусульмане есть, какие кафиры, ты о чем говоришь? Есть в каждом народе мусульмане, они все должны меня поддержать, не Азербайджан, не азербайджанское государство. Поэтому азербайджанское государство перед лезгинами, передо мной, перед всеми, это кафирский гнездо шайтанов, который создает смуту во всех странах СНГ. Смуту не создаю, я призываю и говорю правду, чтобы вы поняли. Ладно, сегодня они возьмутся за Кусары, Хачмаз, Худат, Смадлы, Ках, во всех регионах очистку делать наших братьев. Они ваххабисты, скажут они террористы. Они же не террористы, они патриоты, они любят наш народ. Они любят, чтобы мы все жили вместе. Понимаешь, этот народ для них стали сегодня враги. Они облаву делают, убивая их, с воздуха расстреливать их оттуда, с воздуха. Поэтому сегодня, как вы думаете, если мы не пойдем в поддержку этого народа, а завтра их уничтожить начнется с нас тоже они? Почему мы должны сегодня падать на колени перед этим варваром, оккупантом, когда мы можем защищать честь, совесть наших малочисленного народа? А ничем нас хочет пугать? А Турция, что ли? Пусть попробует Турция. Турция много раз приходила. 7 тысяч лезгиней хватало, 25 тысяч турецких войск уничтожали, османские, сельджуков, всех уничтожали. А сегодня они что, выше может с нами устоять? Не сможет. Я самый сильный армия на земле, это у меня, потому что Аллах мне такую мудрость дал. Против моей армии не смогут даже никакой армии устоять в будущем. Понимаешь? И я создам это все, потому что Аллах мне дал разум, как это всех мусульман объединить против Азербайджана, против Турции, против НАТО, против Америки. С Кавказа мы никого не пустим. И через нас никто не пройдет. Все мусульмане во всем мире должны поддержать нас. Всех лезгинизированных народов, кавказских народов. И мы должны создать мир на земле. Вот эти республики, которые бесчинствуют, покупают оружие, уничтожая наш народ, мы должны у них делать спрос, спрашивать за все преступление, решает. Вот сегодня они выложили трупы наших братьев, как их уничтожили они.
а потом говорят, собака там что-то нашел, обманывает. Кого-то они убили, обманывает. Они не ходили на войну в Карабах. Они, когда их хотели ловить облавы, делать в домах, они убегали в леса куда-то, но они через границы не смогут уйти с территории Азербайджанской республики. Они жили под землей, там где-то, короче, в таких положениях. И тут они нашли, начали их убивать, а теперь хотят очистки делать. Из-за них обзывая их террористами, обзывая их, короче, ваххабитами. Если они ваххабиты, они все равно наши. Если они салафиты, все равно они наши лезгины. Даже они наши. Ты кто такой вмешивается внутрь народа? Эй, Азербайджан, неужели ты свою полку не знаешь, где ты должен находиться? Ты кто такие вы, чтобы лезть в внутренние дела лезгинского народа? Если они салафиты, если они суфисты, если кто бы они ни был, я имам, я решаю. Это наш народ. Мы сами разберемся без вас. Куда вы лезете в внутренние дела лезгинского народа, уничтожая, убивая наших молодых? У каждого есть дети, жены, матеря. Они же кормят, обувают, они же должны ухаживать. Вы что, с такой точки зрения решили нас ассимилировать? Бессовестные. Поэтому все, что Азербайджан делает на территории Дагестана, это все мерзкие дела оккупантов, дорогие мои братья и сестры. Мы должны поставить конец. Азербайджан не захотел, чтобы нас стравливать против России. Мы не должны воевать с Россией. Почему? У России и так свои враги есть с той стороны. Мы должны защищать южные ворота. Весь Кавказ за Кавказ. Мы обязаны защитить. И веками наши предки защищали. Сегодня опять пришел наша очередь. И мы ни одного врага не пропустим через Кавказ. Поэтому я призываю всех, если мы их пропустим, весь Кавказ будет в крови. Вся Кавказа превратится в огонь. Они хотят эту войну создать открыт против России. Потому что люди Дениса Соколова, которые живут в Англии, сейчас в Армении, они решают вопросы, как создать Кавказе смуту. Они это планы с ЦРУ, с НАТО. Местные все это решают. Но им нужен коридор. Коридор лезгины, где живут. Или они хотят, чтобы лезгины перешел на их сторону, как они мне предложили. Я не согласился, чтобы мой народ они бросили в огонь, как они еще раньше бросали чеченский народ. Я осталась между двумя огнями. Я и это вам все объяснил, уважаемые братья и сестры. Эти выводы сделайте. У вас враги, кто вас против России, все агенты Азербайджана. Шариата, если Россия нам намазы делать, уверовать в Аллаха, совершать, запретил бы нам закат, нам пост, запретил бы нам зиярат Мекку, тогда можно было Россией воевать. Но Россия нам ничего не запретил. Но Азербайджан нам все запрещает, Россия не запрещает даже. Азербайджан все равно фиг не пускает, что там Россия где-то мечеть не построит. Там, иди молись там, который есть. Хоть один мечеть есть, 10 мечетей есть. Весь дня это наш мечеть. Молись где хочешь.
Но Азербайджан, наш мечеть, даже Лезгин мечеть забрали. Многих мечетов они забрали, отдали этим геям. Сделал там, короче, как их называется, кафе, гей-парады, которые собираются. Вот Азербайджан. Это кто-то там называет их мусульманами. А там конституция дьявола. Нет там бисмилляхи рахмани рахим. Я не знаю, почему Пакистан настолько глупый стал, это пакистанский народ не видит, неужели они не могут различать, что такое Коран, Сунна, что такое азербайджанская конституция? Неужели там ничего нет исламского? И еще с ними союзные договора делает. Против кого? Ладно. Да поможет нам Аллах, всемогущий, все знающий. Наши братья верующие, держитесь крепче сегодня друг за друга на пути Аллаха. Не дайте нашим братьям умереть. Поддержите всех лезгин, кто бы он ни был, даже он будет в Америке, хоть будет он в Грузии, Америке, везде, любом. Поддержите всех своих родственных связей крепче. Друг за друга поддержите против своих же врагов, кто нам запрещает наш родной язык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату, дорогие мои братья и сестры. Великая хвала Аллаху, и во имя Аллаха я выступил.